Это вот общее настроение, что если сажать людей, а не картошку, в стране кончатся и люди, и картошка. А вот дедушке можно говорить, что это нам все беглые подбросит, а всем остальным надо все-таки думать головой. И картошку беглые съели, и пакистанцев беглые придумали. Вот я предлагаю для наших чиновников какой-то закон Тихановской, да? Если вы объясняете что-то влиянием беглых, вы уволены, потому что ваша ценность равна нулю. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцай, таксама галоўнай рэдактаркай плана Б, Воля Лойка. Воля, вітаю. Привет. Ну што, апошні месяц мы назіраем прыгатаванне да Дня перамогі. Сёлета гэта не проста звычайная шараговая дата, гэта цэлы юбілей, 80 год. І таму, канешне, усе гэтыя мерапрыемствы робяцца з асаблівым пафасам, маштабам. Што цябе больш за ўсё здзівіла з таго, што ты назіраеш? Знаешь, тут есть две линии, два трека. Это как власти готовились и что делали, и креатив на местах. Да? Ну, начать можно с креатива на местах, который всегда удивляет какой-то страшной дичью. Вроде штурма Рейхстага, который у нас случился, по-моему, в Гродно, да? Кіруе гэтым штурмам Юрый Караеў, былы сілавік, а цяпер кіраўнік Гродзенскай вобласці. І я, дарэчы, калі глядзела на гэтае відэа, як, значыць, Юрый з пафасам ходзіць і назірае за тымі, як ідуць прыгатаванні, я вось думаю, ну, хлопцы не нагуляліся ў вайнушку. Я ж думаю, ну, ёсць жа PlayStation, так? Можаш там хадзіць, страляць, всё гэта рабіць танна і дома. Навошта рабіць, разварочваць гэта там на цэнтральнай плошчы, цэлы палац пераўтвараць у гэты Рейхстаг. Ну, выглядае гэта, конечно, неадекватно просто. С другой стороны, мне это не показалось особо неадекватным. Ну, вот театральная постановка, люди реализовали себя, там, казаки-разбойники, войнушка в детстве. Окей, не вопрос вообще, потому что на фоне российского трэша наш трэш, честно говоря, выглядел, в общем-то, вполне себе неплохо, да? Потому что Екатеринбургский детский садик, где детки разыгрывали сценку, где мама получает похоронку на сына, а одногруппники возлагают цветочки этой девочки. Ну, послушайте, я за психику Караева совершенно спокойна. Я думаю, что он получил искреннее удовольствие, и наверняка это даже понравилось кому-то вокруг. А вот за девочку немножко боязно, да, и за тех, как там написали, что в зале было много ветеранов СВО, и все плакали, и всем очень понравилось. Да, ну, девочку понятно, к чему готовят, да, и всех остальных девочек тоже. Вот, цинизм этого, конечно, зашкаливает, поэтому штурм Рейхстага, ну, пусть, да. На самом деле меня гораздо больше возмутил цинизм высшего руководства, которую эту победу очень приватизировала, решив, что у нас есть наследники Великой Победы, а есть все остальные, они такие немножко наследники Третьего Рейха или кого-то еще такого очень нехорошего, да. И очень странно, что беглые выделены вот в эту категорию, которые не наследники, да. А со времени Победы прошло 80 лет, и ветераны еще живы. Что с ними делают, кстати, чиновники, это отдельная история, мы тоже можем ее вспомнить. Да? Руководство Минского района, навестившее 103-летнего ветерана и теребящее человека, находящегося практически в лежачем да, абсолютно, да. Вот пришли, сняли на видео, значит, потеребили, что вы хотели у него узнать. Да? Ну, поговорите с родственником, окажите помощь. Да? Человек лежачий уже давно. Что вы от него хотите добиться и что показать этим видео, я не знаю. Но возвращаемся к господину Лукашенко, да, который сказал, что у нас вот есть наследники Великой Победы, и это он. Да? А есть мы, которые, получается, не совсем наследники. Но я себя чувствую наследником, и я своего дедушку ему не уступлю, потому что это конкретный живой человек. Я его помню. Это еще поколение, которое реально помнит этих дедов. Да? Это не какая-то абстракция. Да? Там, наши деды там, делали революцию. Наши конкретно деды делали ее, не делали. Это все-таки уже никого нет в живых, кто помнит, кто там реально что делал, да? Или, может быть, рядом стоял. Здесь те, кто меня старше, все помнят еще своих дедов, а самому Лукашенко тут особо личной-то историей похвастаться не получается. И в этом тоже нет никакой беды. Ну, так бывает, да? Про папу его героического ничего не известно. Дедушка его Трофим умер в 1939 году. И получается, он наследник, а я нет, мне ему дедушку уступить?
это очень странная история, и я не вижу повода здесь для разделения, да. Вот как раз это то, что держит нас вместе, да. Мы наследники, это наши деды, это наши прадеды, это наши родственники, другие, это наши соседи, близкие, которые пережили все это. Не только на войне, но и в тылу, да, потому что говорить о победе – это, безусловно, очень приятно, но говорить о войне очень неприятно. И о том, какие жертвы у этой войны были в тылу, к примеру, да, сколько людей погибло от рук фашистов, а сколько людей погибло от собственного креатива, своих начальников, да, от заградотрядов до политических репрессий. Поэтому я не очень понимаю этот пафос, мне кажется, он настолько неуместен, и все попытки его обвинить, что вот мы строим памятники, мы ухаживаем за памятниками. Я не знаю, кто ему готовит объективку, но везде в Европе этих памятников очень много, эта история помнится, эта победа помнится. И я была в Польше впечатлена очень первым днем Победы, потому что, мало того, что мемориалы, везде есть районы, где на каждом углу, буквально каждый кирпич, да, по пути в магазин, в школу, в сад ты встречаешь постоянно эти мемориальные доски. Это Варшавское восстание, допустим, это Варшавское гетто. Это помнится. И когда я видела, семьями привозили к памятнику 4 поколения мы насчитали. Просто семья приехала, привезла, видимо, прабабушку и совсем маленьких внуков. И они еще рассказывали, что мы не в День Победы позже приехали, потому что бабушка уже совсем старенькая, чтобы все-таки подвезти поближе и так далее. Это история семейная, это трагедия семейная, а не этот пафос, который мы победители, вы не победители, мы, значит, унаследовали, и это дает нам какие-то права, а у вас у всех там родственники из Третьего рейха. Да? Мы все знаем, откуда наши родственники. Мы не сироты, нас не нашли где-то там в капусте. Да? Поэтому я бы от родственников-то точно отстала, потому что история получается не в пользу некоторых победителей, которые достаточно условные победители. Да? И очень забавно было, что они такие, значит, монополисты-победители, а когда тут оказалось, у нас есть еще один претендент на победу, господин Трамп вспомнил свой вклад. Да? И 8 мая сделал американским днем перемоги. Да. И ничего, как-то и пропагандисты съели, и как-то так, потому что от Трампа сплошная польза, а от беглых один вред. Поэтому можно сказать, что мы готовы поделиться, да, великой победой с господином Трампом. Ничего личного, просто бизнес. Да? Поэтому весь этот пафос – это слова. Мне ўвогуле не блізкая гэтая радасная атмасфера свята, што у нас тут ура-ура, нейкае вяселле, так? Таму што насамрэч гэта драма і трагедыя. Мне больш імпануе падыход, калі ў гэты дзень мы ўзгадвалі гэтыя мільёны невінаватых забітых людзей, якіх не павінны былі забіць, так? То бок гэта там агромная колькасць проста мірных жыхароў, так? З улікам таго, што побач ідзе вайна ва ўкраіне і зноў на ўкраіну ракеты сыплюцца проста бесперапынна, так, апошнія 3 гады. Мы тут радуемся, што ура-ура, другая сусветная прайшла. Тут свет на парозе трэцяй сусветнай, а мы тут шчыра радуемся, што мы перамаглі. Можа быць, варта было б нагадаць, якім коштам была здабытая гэтая перамога і колькі людзей палягло за кошт гэтага. І, можа быць, все гэтыя ідэі з фашызмам нам трэба ганіць, так, нам трэба іх пазбягаць, а не ладзіць там геноцид беларускага народа, зноў гэтую тэму эксплуатаваць. Не так, як варта было б рабіць для таго, каб новай вайны ніколі не здарылася, так? А зараз, калі мы бачым гэтыя дзікія, незразумелыя, вясёлыя квесты спортовыя, дзе там прастойце 125 секунд на одной нозе с книгой. В честь блокады, к которой очень много вопросов, кстати, о том, как и почему она случилась, да? И насколько возможно было все-таки людей сохранить и обеспечить их продовольствием. Да? Знаешь, я немножко опасаюсь за это поколение, которое видит победу и войну только такой. Да? Потому что мое поколение, там, 40+, да, мы, допустим, в школе, у нас не было такой победы, у нас не было этого победобесия. У нас была эта лейтенантская проза, которую только-только включили в школьную программу. Да? У нас был Астафьев, у нас были в окопах Сталинграда. У нас были вещи, которые, реально, этот грязь и ужас войны. Об этом было нельзя говорить какое-то время.
Перестройка, это стало можно, нас учили и показывали, что такое война на этом, да. Тоже советское кино, я там не про героизацию кого-то, чего-то, да, но у меня вот эти ощущения какие-то были на таком не трагизме, но ужасе, вот, не знаю, там, мотивы из «Мотыля» и «Акуджавы», «Женя, Женечка и Катюша», где вроде бы про любовь, вроде бы с шуточками, вроде бы с какими-то хохмами, да, но трагизм и ужас, и вот этот молодой парень на войне, который ну, реально убивает свою жизнь, и который вряд ли когда-то сможет об этом говорить спокойно, вряд ли когда-то захочет участвовать в штурме шуточного Рейхстага, потому что это его жизнь, это его молодость, это его друзья погибшие. И я не знаю, да, вот интонации советские, они были другими, более человечными. Ей-богу, да, редко что удавалось человечно сделать в Советском Союзе, да, но талантливые люди смогли написать, снять какие-то вещи талантливо. А вот то, что сейчас делается, это такая бездарность красно-зеленая, ужас. Ну і трэба сказаць, што Лукашенко такі давядзецца паехаць на гэты маскоўскі парад, куды абсалютная большасць лідараў свету вырашылі не ехаць і адмежавацца ад гэтага, разумеючы, што Расія вінаватая ў цяперашняй вайне ва ўкраіне, так? Лукашенко, на жаль, зліцца, напэўна, не ўдалося, і яму давядзецца туды ехаць, таму беларускі парад вельмі позна паставілі, там 8:30. Слушай, ну, раз уж мы снимаем накануне парада, можно порекомендовать Лукашенко уже выезжать, потому что там с аэропортами со всеми проблема, да, там сутки коллапс фактически в Москве, поэтому на всякий случай можно малой скорости уже выдвигаться. Ну і раз мы закранули всю гэтую ваенную тэму, то, канешне, варта згадаць і вось гэты сыр-бор вакол георгіевскіх стужак, так? Кожны год гэтая тэма здымаецца. Трэба нагадаць увогуле гісторыю гэтых стужак, тому што, можа быць, хтосьці ўжо забыў, з чаго ўвогуле гэта пытанне ўзнялася. Яшчэ ў 2005 годзе расійскія ідэолагі придумалі, што георгіевская стужка стане новым сімвалам, які аб'яднае постсавецкія краіны, таму што савецкі сцяг ужо як бы нецікавы, дыскрэдытаваны, неактуальны, і придумалі гэтую георгіевскую стужку. Але пасля яе ж сталі выкарыстоўваць падчас акупацыі 2014 год, 2022 год. Пад сцягам гэтай георгіевскай стужкі Расія свае імперыялістычныя мэты закрывала. Так? І, канешне, гэтая стужка набыла абсалютна іншае значэнне. І беларускія ідэолагі придумалі альтэрнатыву фактычна з тым жа самым сімвалізмам, але сваё. І таму стужка ў нас ператварылася ў гэтую бутаньерку «Яблоневы цвет». Так, а бессмяротны полк, несмяротны полк стаў шэсцем «Беларусь памятае». Так? І гэта як бы тое самае, толькі лакальнае. І гэта, я так разумею, быў адзін варыянт, як адмежавацца ад гэтай стужкі і шэсця, так? Таму што проста сказаць, мы это забараняем, нам гэта не цікава, мы гэтага баімся, не выпадае. А зараз, калі Лукашенко паехаў у Волгаград і яму трэба было апраўдвацца за гэта, там акурат так і неяк не зусім уцямна гэта гучала, маўляў, стужкі, так, стужкі, у нас свае стужкі, свае шэсці, і ён так і не патлумачыў, чаму георгіевскі несмяротны полк не, але, маўляў, вот, у нас ёсць сваё, а што нам нельга сваё, ну и вось. Никто ничего не понял. На самом деле очень смешной репортаж Колесникова вышел, да, о том, что Лукашенко, он не шпион, да, он просто вышел и начал с середины. И из каких-то косвенных признаков можно было догадаться, что ему этот вопрос поставил, видимо, Путин, поставил, видимо, не по своей инициативе. И тут возникает прям сразу несколько вопросов. Да? Ну, самый простой, почему именно сейчас? Да? Лукашенко давно пытается свою атрибутику победы использовать. Ленточки были запрещены, продажа георгиевских ленточек запрещалась. Официально, неофициально, но факт, что продавать их в магазинах было нельзя. Вот. Кто-то как-то получал, вешал, но это не приветствовалось, это не поощрялось абсолютно. Да? Сейчас на Лукашенко наехали. Да? Он подозревает, ну, судя по его словам, потому что он дважды возвращался за 4 дня к этой теме, что он потом Грызлову и губернатору Астраханской области рассказывал о том, что на самом деле все прям, ну, точно такое же. Мы же за вас, слава богу, у нас не как в Украине нацистская символика. Что наглое вранье, никакой нацистской символики в Украине в День Победы никто не видел, и тем более какой-то в официальных каких-то мероприятиях. Поэтому он фантазирует несколько. Да? Значит, получается, что на него кто-то наехал, кто-то наябедничал Путину.
кто-то достаточно влиятельный. Он подозревал Грызлова и Россотрудничество. Но... Путин отмовляет. Да, Путин отрицает. Вот. Но получается, что кто-то из пророссийских активистов имеет импакт достаточный для того, чтобы на уровне весьма высоком поднимать такие вопросы, которые не поднимались 10 лет. С 2014 года эта тема активно обсуждалась в Беларуси, и ничего. И каждый год возмущались, и Бондарева возмущалась, и лицо ей били за эту ленточку. Все было. И ничего за это не было. Никто не вступился за русский мир. Сейчас те же люди смогли выйти на такой уровень, который, в общем-то, оказалось болезненным для Лукашенко. Ему пришлось оправдываться. Абсолютно неловко, абсолютно спонтанно, методички не было, поэтому он начал в стиле газеты «Советская Беларусь». А граница наша на замке, на границе у нас ничего не может случиться. Все таки сразу. А что случилось на границе-то? А зачем иначе вы бы сказали, что все хорошо, все отлично. И глазом подмигивает, и нервничает. Вопрос в том для меня сейчас, почему Лукашенко так болезненно на это отреагировал, почему он не смог успокоиться, переварить и вообще никому ничего не объяснять, в конце концов. Отдать своим отмашку, что ребята, сильно не щемите, за ленточки, ай будут, да, нет вопросов. Мне кажется, что у него сейчас такой наступает момент, когда он подозревает в нелояльности уже не только вот этот официальный почти русский мир, который у нас есть, Бондареву и компанию всех пророссийских товарищей, но и гораздо более широкий круг людей. Фактически сейчас влияние Путина и России настолько велико, да, что у многих потребителей диктатуры лайт появляется охота или искушение попробовать диктатуру классик. Да? В общем, на самом деле та же дрянь, но выгоды может быть больше. И фактически сегодня у тебя ленточка не та, а завтра у тебя портрет в кабинете. Какая разница? Послушай, Лукашенко, Путин, нас же, не Зеленского, слава богу, повесили, да? Союзная держава. Абсолютно. Что? Почему? Что тут плохого, да? Вначале рядом повисят. А потом оно как может получиться? По-всякому, да? Поэтому чувство страха и чувство вот этой силы, превосходящей твои возможности, да, вот он скажет, и так будет. Да? А ты можешь бегать потом по сцене, можешь говорить о том, что какая разница. Так не запрещай, если какая разница. Ты уже 10 лет сражаешься с этой ленточкой. Але трэба аддаць належна Ігору Марзалюку, беларускаму гісторыку і дэпутату. Ён звычайна прытрымліваецца прабеларускіх пазіцый у коле прыхільнікаў Лукашэнкі і ўвогуле з'яўляецца тварам увогуле гэтай пазіцыі і ідэалогіі. І калі беларуская дэлегацыя паехала, у Расію на ўсе гэтыя памятныя мерапрыемствы, то ён адзіны меў гонар такі гэтую георгіевскую стужку не павесіць сабе на лацкан пінжака, а так паказальна пакінуў толькі гэтую беларускую бутаньерку, и в этом сенсе, конечно, можно поаплодировать, потому что іншим чиновникам смелости не хапило, так? Только за его кабинет я уверена, что там будет один портрет. И в этом, безусловно, сейчас есть смысл. Очень смешно пропагандисты пытались объяснить, почему они никогда не оденут георгиевскую ленточку. Вот Тур сказал, что он бы, конечно, одел, но не оденет, потому что недостоин. Тоже вариант, да? Как только не объяснишь. И они намекали на какое-то происхождение такое. Вы знаете, там не все однозначно в истории. Так а вы скажите, в каком месте? У вас там к Екатерине претензии или к 5-му году, или к 14-му? К какому? В каком месте у этой ленточки что-то не так? Да? Все молчат. В комнате слон, все об него стукаются, но молчат. Потому что боязно. Хвалю абурэння выклікала нечаканая заява Лукашэнкі пра тое, што ён плануе запрасіць у Беларусь 150 000 пакістанцаў. І тут мы сапраўды даведаліся пра тое, наколькі беларусы у нас талерантныя і гатовыя да таго, каб прыняць 150 000 замежных гасцей. Што цябе ў гэтай сітуацыі найбольш уразіла? Знаешь, я бы начала не сначала, а с середины. Меня больше всего впечатлило, как охотно чиновники, в том числе вполне приличные, вроде Дмитрия Николаевича Крутого,
подхватили вот этот чудесный нарратив Лукашенко о том, что это нам все беглые подбрасывают. Да? Вот прям в телеке он крутой вышел, сказал, что вот, значит, это там, беглые нам подбросили, это они там разгоняют, это самое... Накалять ситуацию. Знаешь, есть прекрасная трилогия британского писателя Луи Бернира об одной латиноамериканской диктатуре военной и о несчастном населении, которое спасают только магия, кошки и смех. И там, значит, армейский госпиталь, и висело большое объявление, значит, что военнослужащим в чине ниже бригадного генерала запрещается заявлять, что эту дрянь они подцепили на сиденье унитаза. Вот я бы то же самое сделала с белорусскими чиновниками. Да? Вот дедушке можно говорить, что это нам все беглые подбросили, да? А всем остальным надо все-таки думать головой и придумывать какие-то более реальные, более правдоподобные причины, потому что иначе я не очень понимаю, зачем вы нужны. Да? Если у вас и картошку беглые съели, и пакистанцев беглые придумали, и вообще и победу, значит, там то ли украли, то ли пытались украсть, да, везде виноваты беглые, да. Ну, нет никаких беглых, да, есть сколько там, 300-400 человек оппозиции, которые, ну, реальные беглые, остальные это просто обычные люди. И если они вас немножко не любят из-за пределов страны, они точно не занимались какими-то вбросами про пакистанцев, где вы сами сделали все, годами воспитывая эту ксенофобию, просто годами. Знаешь, мы как-то вспоминали с тобой закон Годвина о том, что любая интернет-дискуссия, если продолжается достаточно долго, что-то будет сравнено с фашизмом, и кто-то будет сравнен с Гитлером. И в этот момент эта сторона считается проигравшей, потому что ну, нет такого аргумента. Да? Вот я предлагаю для наших чиновников какой-то закон Тихановской. Да? Если вы объясняете что-то влиянием беглых, ну, вы проиграли в этой дискуссии. Вы уволены. Угу. Вы уволены, потому что ваша ценность равна нулю. Ну, серьезно, ну какие беглые? Ну, почему тут беглые к пакистанцам? Беглые напугали подростков в Бресте. Вы переоцениваете импакт и белорусских медиа в изгнании, и всех беглых, которые, большинство из них про этих пакистанцев даже не слышали толком. И они живут в странах, где и пакистанцев, и всех других иностранцев очень много. И, в общем-то, есть разные вопросы, конфликты есть в связи с этим. Да? Но я не очень понимаю, как мы должны, почему мы должны поверить, что там, пакистанцы, о которых пресса белорусская, государственная пишет, что они там бесчинствуют, сирийцы, пакистанцы и все остальные иностранцы, допустим, в Германии, что все эти люди должны себя как-то иначе вести в Беларуси. Заявление господина Назаренко о том, что вы что, забыли? У нас вообще-то диктатура, у нас диктатура порядка, у нас милиция. Слушай, вот зря вы напомнили. Ну, потому что про милицию мы как раз знаем, что милиция у нас бабку какую-то свинтить может, уголовку против Нины Богинской 78 лет легко, да, а против, допустим, компании подростков-гопников гораздо меньше энтузиазма будет. Да, и шансы получить по лицу в неблагополучном районе любого города, они, в общем-то, вполне себе имеются. Да, поэтому этот аргумент, вот для меня он прям вообще ничего не значит. Але ты маеш рацыю, это ж не беглыя расказвалі гадамі пра тое, як Еўропа загнівае з-за наплыву мігрантаў, што тут канфлікты, згвалтаванні, што толькі не прыдумлялі. І зараз пасля таго, як ты некалькі гадоў запар вешаеш людзям лапшу на вушы, так, алармізуеш і расказваеш, што вось у Беларусі у нас, значит, чыстая нацыя без мігрантаў, і зараз ты расказваеш, што мы яшчэ зараз запросім 150 000 пакистанцаў, то на што ты разлічваеш, так? Якой рэакцыі ты чакаеш пасля гэтага? Абсолютно. Причем цифра действительно большая. Если по официальной статистике у нас где-то 200 000 иностранцев в Беларуси проживает, но большая часть это граждане России и Украины. Да, там 60 000 всего иностранных иностранцев. Да? Якія менавіта по працоўных пытаннях приехали. Да, это небольшое число, и белорусы редко сталкиваются с иностранцами. Я не понимаю, как они планируют. Если планируют, на самом деле, может, уже и не планируют, потому что все-таки Пакистан, судя по всему, все-таки участвует в войне сейчас. И я думаю, что, может, пакистанским молодым людям, да, им просто оказаться не до этого. Да? Ну, кроме других проблем, вроде низкой зарплаты в Беларуси. Потому что в Пакистане средняя зарплата не намного ниже, чем в Беларуси. Але основное питание, что на заробки яны едуць куды?
Саудовская Аравия, США, Канада, Европа. Германия, да. Там больше зарплаты, там лучший климат, о чем многие говорят, потому что для южных людей это важно. Белорусский климат не каждый белорус осиливает, да, все-таки климатическая иммиграция тоже имеет место быть. Получается, что там выше зарплаты, там комфортнее общая среда, потому что там как минимум знают английский язык. Да? Ну, трэба сказаць, што ў Пакістане там афіцыйная мова урду, да. Нацыянальная мова, і яшчэ ангельская. Так, кириллицы увогуле там няма. Да. А как раз мы только что сняли все таблички последние с английским языком, который чужд нашему славянскому... Пакистанцы будут ориентоваться в межах Менска, не кажучи про меньшие населенные пункты. Ну, так Азаренок же рассказал. В автобус посадили, в интернат привезли, там заселили, потом, значит, повезли тебя на производство. Подобно на турмуте рабства. Вот. Ну, чтобы работать в таких условиях, я не думаю, что это реальная ситуация. После, имея возможность работать в Эмиратах, допустим, или в Саудовской Аравии в гораздо более человеческих условиях, я не понимаю, зачем выбирать Беларусь. Ну і больш за тое, уже все ж таки паўстае пытанне наяўнасці судовай сістэмы, так? Калі ты разумееш, што ў Беларусі законаў няма, і любога чалавека беларуса могуць свінціць, просто пасадзіць на невядома колькі, то як яны будуць паступаць з пакістанцамі, так? Да якіх увогуле справы няма, мовы не ведаюць, увогуле знік там пакістанец, ніхто і пытанняў задаваць не будзе, так? Як сябе адчуваць бяспечна ў гэтых умовах? Абсолютно. Плюс обсуждение, допустим, с семьями ехать пакистанцам или без семей. Ну, я бы все-таки предложила решить этот вопрос пакистанцам, да, насколько это возможно, удобно и так далее. Да, есть работа вахтовыми методами, когда ты едешь куда-то на месяц, на два, делаешь работу, получаешь деньги. Но это должны быть какие-то серьезные суммы. Если ты едешь на там, среднюю плюс зарплату, люди, многие хотят взять с собой семьи. Наша система, она готова к такому количеству людей, еще и англоязычных, ну, англоговорящих, не англоязычных. Можно сколько угодно издеваться над тем, что в Польше что-то плохо работает, невозможно воспользоваться бесплатной медициной, запись на год вперед и так далее. Но в Польшу въехало 9 миллионов украинцев. Да, большая часть из них не осталась, но она туда въехала. И это дикое количество людей, которым нужна была помощь, которые ее получили, которые смогли кто-то вернуться, кто-то двинуться дальше, кто-то остаться. И да, вот сложные отношения там, к украинцам в Польше. Между людьми вообще редко бывают простые отношения. Да? В семьях сложные отношения, между друзьями, коллегами отношения. Ну, человек вообще достаточно сложная такая скотинушка. Да? У нее редко получаются простые отношения. Но я посмотрела, допустим, польскую прессу и сейчас, и тогда вот этот мотив... Товарищи, сограждане, помните, сколько поляков было эмигрантами в свое время. Относитесь к этим людям так, как относились к вашим соотечественникам. Да? Я не знаю, как приехал там уроженец Беларуси Сутин в Париж, не зная ни языка, ничего, не имея ничего. Да? У него появились возможности. Вы или дадите этим людям какие-то возможности, или вы будете к ним относиться как к быдлу, которое мы хотим поэксплуатировать там несколько месяцев на барановическом комбинате, а потом куда-то деть, да, назад отправить. Ну, они, может, не захотят отправиться. Да? Ну, это люди, мы создаем им стимулы. Да? Если Польша решает, что граждан Украины у них слишком много, или они, допустим, не хотят интегрироваться, хотят просто получать пособие, предпринимаются экономические меры, да? Мы будем платить, допустим, пособие на детей, но только тем, чьи дети, допустим, посещают польские школы. Да? Мы хотим интеграции, мы видим, что эта проблема есть, и мы стимулируем, чтобы этих детей ввели в школы. Да? То есть мы не запрещаем, мы не говорим, что мы вас сейчас в Столыпин всех погрузим и вывезем. Да? Мы не устраиваем геноцид, депортацию, вот все эти жестокости и садизмы. Да? Люди так не хотят. И не захотят. Ни пакистанцы, ни таджики, никто не захочет. Только с белорусами такое прокатывает. И, по-моему, некоторые специально обученные люди немножко расслабились. Да? А если что, мы эффективная диктатура, мы порешаем. Как вы порешаете?
Ну, нет нормального цивилизованного способа, кроме объяснять, договариваться и сейчас рассказывать. Рассказывать, сколько белорусов стало эмигрантами, и жизнь их сложилась, и очень удачно сложилась. И они внесли вклад, и они там воевали в Штатах в войне за независимость, они делали географические открытия где-то в Чили. Они жили свою жизнь в других местах, да? Тогда не надо говорить из каждого утюга, где родился, там и пригодился. Да? Ну, потому что куча людей родилось в одном месте, а пригодилось настолько в другом, что планета не такая у нас маленькая, и, в смысле, не такая большая. И пригодиться можно абсолютно в разном месте. Сколько белорусов пригодилось в США в итоге? На благо всему человечеству, к мировой культуре, искусству, науке и так далее. Сколько белорусских бизнесменов дореволюционных стало частью европейского бизнеса, была частью европейского бизнеса. Нам почему-то об этом не очень любят рассказывать, но они реализовались совершенно в других странах. Да? Не надо гетто, не надо автобусом привезли, увезли. Я не представляю, как эти люди будут работать. Это будет как в колонии. Да? Им будут платить 5 рублей, а они будут делать вид, что они поработали. Такие попытки уже были. По-моему, это были работники из Бангладеш, которым обещали 1000, заплатили $100. Был международный скандал. Да? И люди уехали. Скрыть это невозможно будет. Если люди остаются недовольны, если в Беларуси им плохо, да? Не надо говорить, что они просто увидят, как у нас хорошо, и они станут вести себя хорошо. В Германии плохо, поэтому они ведут себя плохо. Слушайте, это детский сад какой-то вообще. Это не выдерживает никакой критики. Вот. И очень странный аргумент, что вы смотрите, они приедут, будут работать лучше вас, и вы нам вообще не понадобитесь, белорусы. То есть вы серьезно хотите сказать, что производительность труда, она зависит только от моих личных стремлений? То есть я работаю на станке на Барановичском хлопчатобумажном объединении, и у меня производительность труда низкая, а если на мое место приедет пакистанец, она станет высокая? И мгновенно, так? Ага. Абсолютно. Так это организация производства, это оборудование. Стимулы роста. Это весь техпроцесс. И я не смогу работать 60 часов в неделю. Это запрещено трудовым законодательством. Вы же не в рабство их возьмете. У них будет такая же 40-часовая рабочая неделя. Да? Такие же смены, перерывы и так далее. Если ваше производство, если ваше оборудование, если ваш менеджмент не может обеспечить этот рост производительности труда, никакие пакистанцы вам ситуацию не исправят. И говорить о том, что вы рожаете побольше, потому что иначе мы вам привезем пакистанцев, это тоже не стимул. Это идиотизм какой-то. Привозите. І ты маеш на увазе, што гэта вельмі паказальная цытата Лукашэнкі, якая, відаць, вырвалася ў яго, можа быць, некантраляваная, ён не збіраўся гэтага казаць. Разумеючы, што разлуе беларусаў яшчэ больш гэтым, але тым не менш ён сказаў, што, маўляў, у Еўропе праца нашмат больш эфектыўная, там у 2-3 разы больш эфектыўна, чым тут у вас у беларусаў, маўляў, працуйце лепш, але калі мы ўзялі і паглядзелі, а што было раней, што было да таго, як прыйшоў да ўлады Лукашенко, аказалася, што на старце 31 год тому эффективность працы была аднолькавай у Беларусі, у Польшчы і ў Літве. А праз 30 год оказывается, что праца беларусаў у 2-3 разы менш эфектыўная, чым у тых же самых еўрапейцаў. Так і пытанне, а як так атрымалася? І хто ў гэтым вінаваты? Беларусы? Ці, можа быць, гэта ўлада абсолютна неэфектыўная, якая прывяла да таго, што вось так все упало, тому што стымулаў няма, тому што рэпрэсіўная эканоміка і палітыка. Одна модернизация 2012 года чего стоит, да? Как, все модернизируются, и нам надо модернизироваться. Значит, все модернизировались гораздо более эффективно, если на одинаковых стартовых позициях вы умудрились столько проиграть тому же польскому, литовскому бизнесу. И это точно не вопрос, который решается на уровне работника. Это вопрос организации производства. Значит, то оборудование, которое вы установили в рамках модернизации, не работает. Значит, вы выпускаете не то, что надо, не столько, сколько надо. И вообще непонятно, кто считал эффективность и перспективы этой модернизации, которая съела фактически, собственно, все, что могла, она все и съела. Да? Мы не заметили даже съетого Белтрансгаза, который мы продавали прям как... Вначале это было народное достояние, потом это стало ржавой трубой, а потом оно кончилось. И деньги ушли в никуда. И таких денег было много. Вся российская помощь, вся российская поддержка, она, в общем-то, так и ушла. Хорошо, модернизировали.
Так а где? Где вот эта эффективность? І гэта ж яшчэ пра мысленне, так? То бок у нас жа заўжды думаюць не пра то, як зрабіць эфектыўны прадукт, каб яго было каму прадаць, каб ён быў патрэбны, а пра то, як захаваць пабольш працоўных месцаў. Ну, гэта хіба эффективная стратегия развития? Нет, конечно. Ну, это очевидно всем, и это очевидно, да, поэтому в Люксембурге производительность труда гораздо выше, а не потому, что люксембуржцы не спят, и выходных у них нет, и пашут они, и пашут, значит, на конвейере. Нет. Знаешь, мне еще в этой теме пакистанской очень понравилась злобная оговорка Лукашенко, что не пакистанцы тут в 2020 году бегали. Да, вот это самое страшное все-таки, да, вот эта травма, да. Поэтому сейчас, когда многие задают вопрос, когда это все кончится, когда эта вся ерунда с Беларусью, она закончится, да, ребят, ну или когда он умрет, или когда он поверит, что он выиграл. А он не поверит никогда, потому что это просто невозможно. Потому что у него бегающие возле Дворца независимости страшный травма сон. На всю жизнь, страшный сон и кошмар. Ему уже даже математически доказали, что там, по-моему, было на пике 40 тысяч человек, что просто смешно и комично. Любой, кто видел, любой, 400. кто... Абсолютно, минимум. Да, по самым скромным подсчетам, это в этой точке, в той, которой он так не кажется, боится по городе, а по краине. И по всей стране. Да, да, да. И вот не пакистанцы там бегали, нет, не пакистанцы. Ну, не пакистанцы, да. І, дарэчы, акурат аргумент наконт таго, што беларусы ўсё ж такі насамрэч талерантныя, хоць насамрэч не было магчымасці праверыць, наколькі талерантныя Беларусі. Ніколі не было у нас там такой культурнай разнастайнасці, як не было у еўрапейскіх краінах, таму гэта ўсё роўна застанецца нейкім міфам, пакуль не будзе даказана адваротнае, пакуль не складуцца ўмовы, пры якіх мы зможам гэта праверыць. Але тым не менш, мне блізкая думка некаторых беларусаў, якія казалі, што насамрэч тое, што беларусы абурыліся, гэта не таму, што пакістанцаў запрасілі. Ён бы мог запросіць каго заўгодна, таму што запрасілі замест беларусаў. То бок пакуль ідзе геноцид беларусаў, іх там выштурхоўваюць з краіны, не даюць вярнуцца, паралельна на іх месца запрашаюць іншых людзей. І ў гэтым праблема. То бок неважна, каго вы запрашаеце, абурэнне выклікае тое, што вы сваіх выціскаеце з краіны, а пасля расказваеце, што вам людзей не хапае. Ну так можа быць, мы не будзем беларусаў выціскаць з краіны, і тады у нас не будзе гэтай праблемы, і людзі будуць нармальна працаваць. Абсолютно, причем это философский такой, а не конкретно математический кейс, потому что фактически мы понимаем, что уехали люди одной квалификации, да, одного бэкграунда, а пытаются все-таки привести немножко других людей. Но это не важно. Это общее настроение, да, это вот общее настроение, что если сажать людей, а не картошку, в стране кончатся и люди, и картошка, да. Это общее настроение. Их чувствуют все. Их чувствуют дети, там, взрослые, рабочие, крестьяне и так далее. Да? Неспособность адекватно реагировать на ситуацию. Да? Это какая-то детская такая реакция. А я вот возьму и привезу пакистанцев. Ну, возьми и привези. Ну, во-первых, тебя твой собственный народ съест даже при подготовке к этому. Потому что ты... допустим, сделал все возможное, чтобы люди не знали иностранных языков, да, потому что это вражеское наречие нам незачем. А сейчас выясняется, что если вы хотите быть страной действительно с открытой экономикой, английский должны знать все. Это просто база, да. Иностранец будет себя чувствовать достаточно комфортно, если большая часть населения худо-бедно владеет языком, а не так, как в Беларуси сейчас, да, когда люди, учившие язык 5 лет в школе, не могут 2 слов связать. Для меня это большая загадка. Если 5 лет тебя чему-то более или менее нормально учить, и ты это потом будешь хотя бы иногда использовать в своей жизни, невозможно не выучить язык. Не получается, да? Как? Как это возможно? Есть специальные технологии, да? Советская школа умудрялась это сделать, да? Когда ты мог выйти и рассказать тему о тяжелой промышленности Беларуси, а уточнить, как пройти в библиотеку или как оплатить проезд в автобусе, ты не мог. Потому что не для этого тебя Родина и партия в школу отправляли. Да? Учи, как велено. Никаких коммуникаций со всякими иностранцами нам не нужно. Поэтому реакция общества, по-моему, была вполне здоровая. Хотя, конечно, некоторой ксенофобией от нее тоже несло. Но это опять, это не по злобе, не по злому умыслу, это от незнания. Это от того, что действительно мало ездят, редко сталкиваются, и для них
Пакистанцы – это действительно какие-то страшные люди. И их страхи белорусов не развеяли, а наоборот. Сказали: заткнись, если что, милиция с народом. Ну, я не хочу, чтобы меня спасала там от каких-то страшных бандитов милиция. А если там милиции не будет где-нибудь или еще что-то, да? И постфактум. Я не хочу, чтобы со мной это здарилось. Абсолютно, абсолютно. Я хочу, чтобы там дети у меня в садик шли, а там, допустим, пакистанцы. А я не знаю вообще, что это такое, да? Ну, я не представляю, как там мои дети будут, да? Ну, вот, слушай, ну идут же дети белорусские в польские детские садики, да, и через месяц уже трещат на польском, и никто не падает в обморок от того, что какие-то, значит, дети пришли непонятные, позанимали наши места и так далее. Такое тоже бывает, и разговоры об этом идут, особенно если кому-то какого-то конкретного места не хватило. Но в целом в обществе отношение к этому нормальное, здоровое, и в любой стране европейской, что в Литве, что в Польше, что в старых странах Евросоюза, допустим, англоязычные школы есть всегда, везде, и их много, англоязычные сады, школы и так далее. Польские дети, дети экспатов идут, получают образование на английском языке. В Беларуси частных школ нет вообще. Единственный детский, ну, там не считаем Колину, эту самую школу, да, мамы Коли. И еще буквально несколько, где на несколько, там, десяток человек учатся. И садик у нас частный тоже один. Аккурат за апошние годы все позакрывали. Именно. Специально под приезд пакистанцев. А если к нам не пакистанцы решат ехать, а если к нам какие-то другие люди захотят из дружественных, я не знаю, там, Турции или Эмиратов приехать поработать. Инфраструктуры этой нет вообще. Я не представляю, в нашей поликлинике кто-то обслуживающийся на английском языке. Там на регистратуре все и посыплется. Абсолютно, абсолютно. И плюс табличек нет по всей республике на английском языке. Спасибо Бондаревой, да. Але трэба сказаць для аб'ектыўнасці, што насамрэч вось зараз узялі глянулі, а як у Польшчы ці вырасла колькасць злачынства ў сувязі з тым, што прыехала шмат імігрантаў у апошнія гады. Насамрэч няма карэляцыі, то бок наадварот мігрантаў становіцца больш, але працэнт злачыннасці ён зніжаецца. То бок нельга сказаць, што реально приедут мигранты и там криминогенная ситуация одразу. Разница была довольно большая. Насколько я помню, около 7% иностранцев в стране и около 3% преступлений они совершают. То есть на самом деле разница довольно большая. То есть они склонны к криминалу гораздо меньше, чем коренное население. То бок гэтыя страхі насамрэч могуць і ніяк не апраўдацца, прынамсі пацвердзіць іх пакуль нейкім чынам немагчыма. І трэба сказаць пра туркменаў, так, якіх ўсё ж такі большасць сярод тых, хто прыязджае ў Беларусь на працу, што вось акурат нядаўна ў Віцебску аказалася, што адбылося прафілактычнае мерапрыемства, куды сабралі туркменаў-таксістаў, каб распавесці пра тое, што іх суайчынніка зараз выслалі з краіны за нейкія там правіны. І, канечне, выглядае гэта ўсё максімальна дзіўна, як рэальна ў школу там двоечников выкликают, и им кажется... Завтра с родителями. А-та-та, яшчэ один крок не ў той бок, и мы вас вышлем отсюда всех разом. Слушай, ну вот эта стихийная, глубинная ксенофобия, она есть, да, как и организация, которую Лукашенко тут же вычислил, конечно, что это тоже беглые нам подкинули, да, но больше похоже на то, что это школьники старшие, несколько правой ориентации, а большинство школьников, оно и есть, в общем-то, правое, да, все-таки люди молодые обычно склонны к националистическим таким штукам. Але па шчырасці, я не магу уявіць у свабоднай краіне, каб тут беларусаў сабралі на прафілактычную гутарку пра тое, што не дай бог вы там што-небудзь учыніце, у краме толькі набывайце тавары, не крадзіце нічога. Я просто не могу уявіць. Это стихийная какая-то пещерная ксенофобия, да, когда там, да, туркмены и евреи во всем виноваты. Ну, мы знаем, это от Лукашенко идет. Да? У него же тоже, да, надо было Зисера как-то особо нормализовать, и делать это должен был Шапира. Да? Ну, послушайте, вот это и есть ксенофобия. Да? Когда ничего не понятно, и претензия только в том, что он еврей. Да? Потому что иначе бы это звучало как претензия какая-то более внятная. Да? Что не так, что нормализовать, куда нормализовать, зачем нормализовать, и почему именно Шапира должен это сделать. Да? Ну, по-вашему там, по вашей линии. А тут один человек оступился, и по национальной прикмете всех сбирают и робят а-та-та. Что удивляться, что школьники сняли там серию тиктоков о том, как нашим девушкам надо готовиться
да, и как они их будут защищать. Это про тое, што з'явілася суполка долг б хутчэй за ўсё школьнікаў сапраўды, таму што наўрад ці хтосьці з дарослых бы за гэтым стаяў, разумеючы ўсе магчымыя рызыкі, якія ёсць у Беларусі, так што відаць, што гэтыя непужаныя і небітыя беларусы вырашылі такім чынам праявіць нейкую грамадзянскую пазіцыю, ініцыятыву, но... Да, и они 20-е просто, видимо, не застали по малолетству, потому что сейчас такие создавать сообщества действительно опасно. Ну, экстремистами они стали буквально за несколько дней. Да, поэтому я думаю, что где-то тут это все и закончится. Суполка ўжо выдаленая, таму так, я думаю, што гэта гісторыя вельмі кароткая такога грамадзянскага супраціву, які вельмі хутка сілавікі нашы пафіксілі. Да, эффективность диктатуры сработала. Але трэба згадаць і тое, што ўлады спрабуюць не толькі гэтым шляхам вырашаць праблему недахопу кадраў. Вось зараз акурат з тым, каб вярнуць пенсіянераў, трошку сітуацыя зрушылася з мёртвай кропкі і ўжо заявілі, што вярнулі, па-мойму, 1016, так? Тых, хто выйшаў на пенсію. Наколькі эфектыўная гэта стратэгія, як ты думаешь? Ну, смотри, это было очень несправедливо. Решение Лукашенко не доплачивать пенсионерам, имеющим достаточно высокий коэффициент пенсии, больше 1,3, то есть получавших достаточно много, им не платили полную пенсию после выхода на пенсию, если они продолжали работать. Человек был перед выбором довольно неприятным. Продолжать работать и получать только часть своей пенсии, честно заработанной. Или уходить на пенсию, получать полную пенсию, но при этом не работать или работать как-то там неофициально, полуофициально и так далее. Было действительно обидно, потому что пенсия – это то, что ты уже заработал. Пенсионный возраст в Беларуси не такой уже низкий. У мужчин, в общем-то, при пенсионном возрасте 63 года, средняя продолжительность жизни 68 лет. Поэтому, в общем, людям было достаточно обидно, и явно многие, принимая решение о выходе на пенсию, они использовали эту норму, да? Искали, допустим, какую-то себе подработку разовую, ну и получали полную пенсию. Сейчас, с 1 января, это, наверное, единственная такая большая предвыборная плюшка от Лукашенко своему главному ядерному электорату, вот полные пенсии. 16 тысяч – это много. Результат это хороший, но проблема в том, что пенсия в Беларуси в 63 года, а возраст дожития у мужчин около 7-8 лет получается, да? То есть это не средняя продолжительность жизни. Вот ты родился в Беларуси, средняя твоя продолжительность жизни, в среднем ты проживешь 68 лет. А если ты уже дожил до 63 и вышел на пенсию, то твой средний возраст дожития 8 лет получается. То есть это ресурс, но ненадолго. У женщин, допустим, возраст дожития гораздо больше, там больше 20 лет. Но все-таки женщины реже склонны на пенсии долго работать. Все-таки семьи, внуки, это уже не имеет такого критичного значения, как раньше. Но все-таки, как ни крути, но бабушка дома на хозяйстве с внуками – это более частое явление. Там люди работают там, 3-5 лет, но редко кто хочет, извините, отправиться на кладбище прямо с рабочего места. Да? Люди болеют, у людей качество жизни страдает, и, в общем, это ненадолго. Поэтому ресурс важный, но я не думаю, что на ключевых каких-то позициях, на ключевых проблемных позициях это будет действительно эффективно. Медики, педагоги какое-то время поработают, но опять в этот вопрос качества. Ну, поэтому тут же министр труда и соцзащиты Павлюченко сказал, что у нас еще есть куча идей, как привязать молодежь. Распределение, вот эти целевые наборы, сократим платников значительно, бюджетников увеличим, привязку тоже увеличим. Экономических методов сильно не ищется, да, мы подумаем, как закрепостить то, что есть. Пенсионерам действительно дали стимул денежный, потому что иначе, ну, ей-богу, сложно, да, и со стариками как-то неприлично воевать, наверное, ну, решили, что чуть деньгами поддержать. А вот молодежь будут привязывать, будут запугивать.
будут пытаться идти по пути непризнания документов. Сейчас очень забавно обсуждается в Палате представителей законопроект о признании квалификации и говорят о том, что у нас дефицит трудовых ресурсов, и надо лояльнее подходить к признанию квалификации. Даже люди с инвалидностью, с ментальными проблемами, они могут получать какую-то конкретную квалификацию, там, озеленителя, еще кого-то, что сейчас не соответствует законодательству, а должно соответствовать. Да? И в той же газете на день раньше было о том, что вы никогда не признаете в Беларуси польский диплом. Вам будет проще переучиться, чем подтвердить польский диплом. Да? В этот момент Польша фактически белорусские дипломы признает без проблем, активно принимает людей из Беларуси. Посмотрим, какой метод окажется эффективнее. Да? Но много белорусов получает образование в Польше. Я не очень понимаю, чем выпускник польской политехники, допустим, варшавской, не устроит Беларусь. Всім. Вот. Питання можуть бути тільки ідеологічне. Ти в ворожій країні нам там Вот. вчився. Я не верю, что это надолго, я не верю, что эта изоляция сильно поможет, но пока в моменте это звучит как, если вы уезжаете из страны, то это навсегда. Да? Ну, я боюсь, что еще немножко такой риторики никто и не захочет сильно пытаться претендовать на это. Да, я знаю людей, которые честно пытались в Беларуси свою полученную в Британии, в Нидерландах PhD степень, чтобы им зачли как кандидата наук, к примеру. Ну, нет, конечно, это невозможно, нереально и так далее. Ну, я бы, конечно, была за более гибкий подход, да, к инвалидам, к озеленителям мы можем гибко подходить, а к химикам, физикам, финансистам мы не готовы подходить гибко, ну, значит, они нам не нужны. Но волноваться за них не стоит, они нужны почти везде, с такими прекрасными данными, с PhD, с дипломами. Вот. Я не думаю, что кто-то из студентов Варшавской политехники когда-то проронит хоть какую-то слезинку по поводу того, что Родина не хочет признавать его диплом. Претендентов на человека с этим дипломом будет много. То, что вы отказываетесь от него, отказываетесь демонстративно, поживем, увидим. Посмотрим, кто приедет и с какими дипломами на место, и насколько вам удастся закрепостить своих студентов до такой степени, чтобы это было количественно хотя бы заткнуло дыру. С каким энтузиазмом работает человек, которому дали 5 лет в каком-то райцентре по распределению, я не уверена абсолютно. Мені цікаво, як пакистанські дипломи будуть признавати и проверять. Ну, я так понимаю, что пакистанцы с дипломами, они едут в другие страны. Нам достанутся другие пакистанцы. Потому что, на самом деле, пакистанцы тоже нужны всем, с пакистанскими дипломами в том числе. Они везде в мире востребованные. Рабочей силы надо не только в Беларуси. Поэтому это будет конкуренция глобальная. Если вы думаете, что ваш интернат, автобус и озаренок в качестве идеолога кого-то вдохновят, то я в этом сильно сомневаюсь. Яшчэ одна беда пришла, адкуль не чакалі. Бульба скончылася ў Беларусі. По-моему, не толькі бульба, там яшчэ пытанне з цыбуляй, і з агуркамі, і з капустай. И капуста заодно, да. Мама весь дорогая. борщ пропал, да. Все на свете посканчылася. Я, дарэчы, подумала про тое, што у нас у сям'і бабуля з дзядулем заўжды вырошчвалі бульбу, і ад гэтага пакутавала вся сям'я, тому што трэба было ўсім збірацца спачатку яе садзіць, пасля трэба было прыязджаць капаць, пасля сарціраваць, і карацей шмат марокі. І заўжды стаяла пытанне, на халеру вам гэтая бульба, калі можна купіць у краме. І ў 25-м годзе я побачила, што ага, значыць, бульба можа скончыцца ў краме, і такое таксама магчыма. Что ты думаешь про всю эту ситуацию? Слушай, мне первое, с чего я смеюсь уже несколько недель, это с того, что нет консенсуса. Ну, вроде всем очевидно, что картошки нет. Ну, или она плохого качества. Есть сливы, вот наши коллеги из «Зеркала» опубликовали, значит, записки, пояснительные, объяснительные письма и главы Комитета госконтроля, и Турчина на Лукашенко, почему, как так случилось. Есть множество тиктоков людей из самых разных магазинов. При этом часть чиновников и пропагандистов проблему отрицает наотрез. Ну, вот все, нет такого аналитика, да? Нет такой проблемы, есть у нас картошка. Вот озаренок сходил в магазин, ну, видимо, он там со своего СТВ вышел и зашел в магазин. Ну, там, может, и есть, да? А вот Комитет госконтроля пошел по магазинам, и там выяснилось, что в 11% магазинов картошки вот этой с регулируемыми ценами, то есть немытой, нет.
Вот. А в некотором количестве магазинов она плохого качества, а в 20% магазинах вообще только мытая картошка, потому что цена не регулируется, и стоит она дороже иранских арбузов, дороже польской картошки в любом магазине в Польше. Ну, в общем... Но, что любопытно, я посмотрела, мы об этом писали в прошлом году еще точно. В ноябре, в октябре было множество заметок о том, что сбор картофеля в этом году в Беларуси ниже прошлогоднего. Объяснялось, почему. Да, там 900 тысяч тонн товарного картофеля, значит, нам этого будет достаточно, потому что белорусов стало меньше численно, они стали меньше есть картошки. Мы из этого числа где-то 300 тысяч тонн продадим на экспорт, потому что мы великая картофельная держава. Все будет хорошо. Ну, сколько мы сгноим из этого, не сообщалось. Да, возможно, тут немножко цифры нам подгадили. Да, ну, все будет хорошо. Да? Хотя уже тогда были аккуратные сомнения в том, что в условиях неурожая в России и заметного роста цен, который начался уже осенью, да, мы делали вид, что все нормально, ситуация под контролем. Картошки меньше, цены на нее в Беларуси крайне низкие. Какие у нас условия для хранения? Ну, видимо, Минсельхозпрод, МАРТ и все остальные чиновники, они же должны это знать, наверное, да, то есть они в курсе дела, риски должны были видеть они. Об этом писали все независимые медиа, над ними гнусно издевались пропагандисты о том, что из Польши, конечно, виднее, где в Беларуси есть картошка, где нет. Потом россияне писали постоянно и о росте экспорта из Беларуси, о том, как растут цены у них на картошку. Ну, мы же тоже издевались. Это же у них растут цены на картошку. У нас-то такого не бывает. У нас цены математически выверенные и сдерживаемые всей мощью нашего МАРТа, госконтроля, профсоюзов. И, по-моему, даже депутаты ходили с рейдами, чтобы, не дай бог, какая-то картошка там не подорожала. Да? Ну, в Беларуси она подорожала значительно меньше, чем в России. В России розничные цены выросли с осени в 2,8 раза, на минуточку. Если где-то образуется такой перекос, ну, вы меня простите, но вы бы свою картошку бабушкину тоже повезли, наверное, все-таки в Россию. Если где-то выросли цены втрое, есть большое искушение на этом заработать, наконец-то. Тем более мы понимаем, как живет наш крестьянин, да, почем у него покупают. В Советской Беларуси, кстати, была хорошая статья. Наконец-то они вот уже в мае смогли найти в себе ресурсы, сделать такой круглый стол. И там глава фермерского хозяйства совершенно нормально рассказывал, что, ребят, себестоимость картошки 48 копеек у меня, а покупает у меня ее по 17. Догадаетесь, почему я не хочу выращивать и продавать картошку? Ну, потому что математически, ну, это пропасть. В чем смысл? Ну, я что, кормлю инших людей? Я не могу математически посчитать, что мне выгодно, что нет. У меня мозгов нет. А российские фермеры, они еще говорят, что, ребят, мы можем посадить, вырастить, нас даже цены устраивают. Нам копать нечем и неким. Ни людей, ни техники подходящей у нас нет. Для нас это головная боль каждый сезон. Мы каждый сезон пытаемся изобрести велосипед. У нас менеджмент копает, у нас все копают. Да? Потому что нет ресурсов для этого. Кредиты дорогие, купить ничего не можем. Поэтому будете есть что-то другое. Да? Или пытаться где-то купить. Да? Сейчас выяснилось, что до конца сезона картошки в Беларуси все-таки не хватает. Диспаритет цен был, по-моему, около 45%, сейчас 55% с Россией, поэтому цены надо поднимать. И цены подняли там, процентов на 30, наверное, в Беларуси на немытую картошку, а мытая так и остается со свободным ценообразованием. Ну, потому что, безусловно, важно обеспечить народ картошкой, но еще важно не угробить при этом фермера, да, потому что можно его заставить за трудодней работать, можно его привязать навсегда к его фермерскому хозяйству, запретить ему паспорт отбирать. В Советском Союзе и такая практика была. Но это не дает стимула. Да? Если у хозяйства нет стимула сажать картошку, оно костьми ляжет, оно там, не знаю, там заболеет, колорадский жук все поест, да, ну, не будет он сажать картошку. Ну, человек не может работать в ущерб себе, он же не идиот. Ну. Але сапраўды у Россию за 24 год поставили белорусы больше за 190 тонн. А планировали 300 тысяч. И, то есть
тоже план, ну, то есть все в рамках плана, да, вроде бы. Так, ну, але гэта на 60% больш, чым раней пастаўлялі, так? То бок, сапраўды шмат туды паехала, і на гэтай тэме вельмі класны анекдот з'явіўся ў гумарыстычным тэлеграм-канале «Советская Беларусь», я хочу его зачитать. Белорусская железная дорога запустит дополнительные электрички в Москву для закупки белорусами качественной белорусской картошки. И смех, и грех, але не утрымалась. Я реально подумала, что, трапно. Слушай, на самом деле не очень смешно, потому что я, когда читала отрывки, опубликованные «Зеркалом» из письма Герасимова, о том, что, как в том анекдоте советском, да, кто не уберет, тот сядет. Да? То есть, ребята, вы хотите найти виноватых сейчас, да, кто недопоставил, кто вывез, кто давал лицензии на вывоз, кто сгноил и так далее. И вот очень хочется расстрелять виновных. Послушайте, вас предупреждали, да? Достаточно было поднять цены тогда, когда об этом писали, говорили. И опять, это же не медиа такие умные. Я думаю, вот уверена, что и в правительстве об этом говорили, и Минсельхозпрод и так далее. Но мы же знаем, что есть специально обученные люди, которые всегда под козырек, и жираф большой, ему видней. Сказали держать цены, держи цены. Хорошо, держите дальше. Да? Посмотрим, что еще исчезло. В трети магазинов исчез лук. Классно, да. Капусты нет. Послушайте, я не очень понимаю, чего они пытаются добиться. И вот те предложения Герасимова, которые опубликованы, да, найти виноватых, обеспечить и расстрелять, значит, всех, кто не обеспечит, это не сработает. Ранее просто было думать, плановать лепше. Абсолютно. Думайте, какой будет госзаказ, как вы будете платить, почем вы будете выкупать у фермеров и сельхозпроизводителей эту картошку, и как вы будете их хранить. Да? Мы дадим льготные кредиты на постройку хранилища. Сколько лет это займет? А почему раньше не дали? Тема хранилищ белорусских, она обсуждается уже, я не знаю, я сколько себя помню, да, Лукашенко несколько заходов уже делал, что вот мы сейчас как построим хранилище, как вырастим яблоки, как заткнем Польшу за пояс. Польша кормит яблоками своими всю Европу давно, благополучно. Яблоки по вкусу не отличишь октябрьские от майских. Прекрасное качество, они дешевые, доступные. Подсанкционные иногда нет. В Беларуси их то можно возить, то нельзя, то можно, то нельзя, то можно, то нельзя. Слушайте, вы немножко определитесь, да, и не закидывайте шапками, пока не начали. Сделайте, наконец-то, сохраните эту несчастную картошку. А сейчас мы 15 тысяч тонн семенного картофеля, которые излишки у нас есть, мы можем, значит, поставить в магазины. Опять, я надеюсь, что это действительно излишки, потому что не хватало еще съесть семенной картофель, который планировалось посадить. Да, я понимаю, что задача любого чиновника день простоять, ночь продержаться. И как-нибудь в отставку уйти, значит, не сев в тюрьму при этом, что получается не у всех. Но это не решит проблему с картошкой, это не создает здорового стимула. Еще можно створить новую по вынику. Абсолютно. Я не вижу, кто бы хотел этим заниматься в Беларуси. Вам фермер в госгазете русским по белому говорит, почему этого не будет. Да? Вы можете даже привести пакистанцев и заставить их сажать картошку здесь. Но это неэффективность. И трэба дадаць, што сапраўды у сельскай гаспадарцы не все так гладко. Там по 24 годзе недавно публиковали информацию, что траціну ключевых показчиков не выканалі, падзеж буйной рогатай жывёлы павялічыўся на 19%. И в целом там всякие экспорты в Африку сорвались. Так что, карацей, все это не вельмі гладко, и голова болеть у чиновников будет еще долго. Да, но при этом мы делали бы достаточно большой ресерч по молочной отрасли. Она реально вышла во флагманы, драйверы и так далее. Хоть здесь тут поспехи все 15 крупнейших предприятий с прибылью. Но, правда, тоже надо смотреть, что частник идет гораздо лучше, чем госы. И частник зарабатывает больше, и рост больше, и, в общем, ситуация лучше и по прибыли, и по выручке, и по экспорту, и по всему. Да? И получается, что если Савушкин там больше, чем в половину больше следующего за ним производителя, то, конечно, он вывозит на себе большую часть отрасли. Опять, товарищи, давайте масштабировать этот успех. Да? Давайте сделаем выводы, какие есть стимулы, какие есть... В конце концов, да, у нас
Хватает их продукции и в Беларуси, и в России, и в Эмиратах, и в Польше, и везде. Да? Ну, значит, это возможно. Нечаканы падарунак зрабіў Лукашенко Трампу, хаця насамрэч, напэўна, ўсё ж такі чаканы, так. Юрася Зянковіча нарэшце выпусцілі з беларускай турмы, і ён, на шчасце, ўжо з сям'ёй у Амерыцы разам там аднаўляецца, праходзіць розныя абследаванні, ну і карацей ажывае пасля гэтых гадоў у зняволення, таму што мы-то думалі, што, можа быць, ён апошнім часам хаця б у гатэлі жыў, ну, трошкі ў лепшых умовах у параўнанні з турмой. Не, сядзеў ён у амерыканцы. Ну, адкорме. Ну, толькі што ў адкорме, так. Ім пасадзілі ў камеру з тымі людзьмі, каму можна было перадаваць перадачы. Яўна не выпадкова гэта Нет, конечно. аказалася, таму што самому Зянковічу ніякіх перадач перадаваць было нельга, але тым не менш трошку яго там адкармілі. Ён цяпер ужо з'явіўся, ясна, што трошку больш ужо такім здаровым выглядзе на камеры. Да, это распространенная практика нужного человека, полезного или которого надо как-то поддержать, посадить к ресурсным людям в камеру, чтобы хотя бы Асабліва перад отъелся. выхадам, каб не выглядала, што выйшаў чалавек з канцлагера. Ну да, в данном случае это полезно. Или если надо просто кому-то оказать услугу полезному для администрации колонии СИЗО, точнее человеку, ну, вот, посади к политическим, и будет у тебя и рыба, и круассан, и сыр хороший, и так далее. Да, ну хорошо, что эту тему дожали на самом деле, потому что в последнее время немножко это все ушло на второй план, процессы замедлились, казалось, что вот-вот какая-то общая сделка нарисуется, и процессы шли, но просто действительно медленнее, чем тогда, когда они начались там где-то в феврале. Я очень рада за Зиньковича, хотя, честно говоря, интервью я была не в легком, а в тяжелом шоке, да, от того, что... Что тебе сделали? Ну, поехал в Москву. Ну, ребят, апрель 21 года, на минуточку, да, там. Запросил силовик. Да, ну, позвал там, ну, что, ну, мы же не собирались там в военный переворот, это он там собирался в военный переворот, а мы просто рядом там постоять, да. Ну, в этот момент мы уже каждый свой текст читали с юристом на предмет соответствия белорусскому законодательству. Это тоже не помогло, правда, но ни о каких заговорах, военных переворотах и так далее речи там не шло. Мне любопытно, что он, конечно, расскажет в целом по каким-то условиям. Я не думаю, хотя, что он что-то расскажет на самом деле, потому что вся эта история абсолютно дикая, все эти зумы хорошо освещались в медиа, ничего там не было, никакого переворота, ничего. Обычный трёп, достаточно далеких от этого людей, но зато... Ну, очень... ясно, што ніякага перавароту там быць не магло, тому што гэты полупалкоўнік быў са старту укаранёны, ніякіх пераваротаў ён рабіць не збіраўся, і як бы са старту самі прыдумалі гэбістую аперацыю, самі яе правялі, самі людзей пасадзілі. Ні за што, ні пра што. Ресурсы выделены были, сколько там, $5000 лично Зинькович пожертвовала, больше никаких там денег не было на вот эту подготовку плана, дальнейших преобразований и так далее. Зинькович обещает что-то там показать, какой-то этот план. Ну, на самом деле, это абсолютно не важно. Понятно, ну, так, что... Ён заявіў, што, маўляў, іхняй задачай было придумаць план пераходу ад дыктатуры умоўна да нейкай там дэмакратыі умоўнай. Да, поэтому очень классный прям набор деятелей, прям вот восхитителен. Да, и Костусев, который там во всех зумах только кивал, по-моему, и недоумевал, что я здесь делаю, но я вежливый человек, да, мы часто участвуем в каких-то зумах, конференциях, где не совсем то оказалось не очень любопытно тебе, но ты как вежливый человек сидишь там в телефоне, ковыряешься, что-то доделываешь какие-то свои дела и делаешь вид, что ну, ты, в общем, присутствуешь. На самом деле тебя там нет, и ты не слышишь, не участвуешь, ничего. Да? Ну, якая пагроза ад гэтых людзей, мне цяжка ўявіць. Там же таго ж самага Фядуту трымаюць. Уже даўным-даўно трэба было выпусціць чалавека, таму што хворы, таму што ўзрост, таму што ніякай пагрозы ён для Лукашэнкі не ўяўляе. Ну, тем более, что Лукашенко его прекрасно знает лично. Это тот кейс, когда это персонал. Абсолютно. Костусева, слава богу, отпустили, Зиньковича, слава богу, достали. Надеюсь, Александр Иосифович тоже каким-то образом, там, в том числе Зинькович, будет лоббировать, скажем так, его интересы в Штатах, потому что, ну, когда ты инициатор, когда ты это организовал, когда ты привлек людей к этому обсуждению, за это обсуждение людей посадили на дикий срок, ну, я думаю, что человек чувствует какую-то свою личную ответственность за то, чтобы все-таки этого человека доставать. Тем более, что возраст Федуты, он такой уже
серьезный, а срок еще более серьезный. Ну, для меня это дикая совершенно история. Полетел в Москву, нет, не под гарантией Карачи, но под гарантией того, что я там переговорщик какой-то за мир на Донбассе. Я думаю, что я не дотыкальный тому, что слушай, ну это бред. Кто в апреле 2021 года считал себя неприкасаемым? Тем больше у России. Увогуле, кто может доверять российцам в теперешней да везде. ситуации? Ну, я не думаю, что, слушай, это может быть кто-то в сентябре 2020 года еще думал, да, что там Координационный совет, еще что-то. Но с тех пор были уже сотни посаженных людей, с тех пор репрессии уже вышли на абсолютно новый уровень, и для меня это немножко дико, да. Опять, может быть, это американский бэкграунд, когда человек далек от этого, да, позвали, пригласили, решил поучаствовать. Не знаю, очень похоже это на провокацию, конечно, хотя... Драматично, конечно, драматично. Такая наивность, якая тягне за собой вельмі вялікія наступствы. Абсолютно, и для большого числа людей. Нарэшце стала вядома, за што пасадзілі кіраўніка беларускага Эрнста энд Янг, Паўла Лашчанку. Так, гэта важны чалавек для Беларусі, ён шмат зарабіў для Беларусі. Што ты думаешь пра гэтую пасадку? Могу начать с того, что я думаю в целом про 361 статью. Это моя статья. Да, прекрасная статья, замечательная, призывы к санкциям, иным действиям, наносящим вред Республике Беларусь. Если Павел Лащенко наносит вред Республике Беларусь, тогда я чего-то точно не понимаю, да, потому что Эрнст Янг – это компания большой четверки, и за те, около 10 лет до 20-го они работали в Беларуси. Все, кто приходил, все крупные инвесторы, все бизнесмены, которые совершали сделки, поставляли что-то в Беларусь, консультировались у компании большой четверки, и Эрнст Янг из них самая большая и самая известная была. Да? Люди принимали решения об инвестициях в Беларусь, о кредитовании своих белорусских партнеров, о слияниях и поглощениях с белорусскими компаниями, и им давал совет Павел и его коллеги. Все, что пришло в Беларусь хорошего за эти 10 лет, да, с помощью консалтинговых компаний делалось. Потому что просто так никто ни из какой Швейцарии, ни из Австрии, ни из Кипра не пойдет и не будет, не читают они газету «Советская Беларусь», не смотрят белорусский телек. Приходите к нам, у нас классное налогообложение. Да? Они обращаются в консалтинговую компанию и получают подробную исследование. Релевантное для их компании. Абсолютно. Из всех грехов Павла публично известных то, что он подписывал письмо против насилия в 2020 году. А сколько людей подписывало такие листы? Абсолютно. Против насилия. Он не отговаривал своих инвесторов ввести деньги в Беларусь, он не заявлял публично: спасайтесь, товарищи инвесторы, разбегайтесь, тут у нас геноцид белорусского народа, вас ограбят. Мы все писали об этом, да? Мы все писали о том... Все дзеянні накіраваны на то, каб захаваць існуючий капитал и рейтинг страны. Именно. И бизнес вообще не склонен к этим истеричным реакциям. Да, это простой белорус мог сказать, что я боюсь, что меня мобилизуют, поэтому я собрал тревожную сумку и уехал в Польшу за 2 дня. Да? Бизнес так не делает. Бизнес склонен оставаться, терпеть, а вдруг обойдется, ждать до последнего. Но если не дадут тебе прибыль вывести, как? Человек не хочет уходить голый босый, да? Давай еще немножко подожду, да? Я не знаю, выпускаю я Кока-Колу в Беларуси, да? Я ж не снаряды выпускаю, в конце концов. Да, немагчыма за один день все это сгарнуть и закрыть. Абсолютно. На меня работает куча людей. А если я в Беларуси так возьму и уйду без ничего, да, я обанкрочу компанию, куча людей останется без работы. Кому от этого будет хорошо? Да? Опять, а вдруг завтра порешают? Завтра мирное соглашение, и все, снова можно работать. Да? Трамп пришел, с Лукашенко о чем-то договорился, все, уже не зашквар, уже завтра можно буквально начинать. Да? А я уже в Беларуси. Кто-то ушел, дернулся, да? А я потерпел. Поэтому возможность Павла нанести ущерб Республике Беларусь, если бы он этого реально хотел, она была совершенно фантастическая. Да? Никто бы не пришел в Беларусь, если бы Эрнст Янг не поддерживал, объяснял, помогал и убеждал, как в Беларуси можно хорошо, классно и здорово делать отличные проекты, поставлять продукцию, продавать, строить и так далее. Для меня это знак. Это человек, который общался со всеми экономическими властями, который
вообще другого, скажем так, другого подхода абсолютно, не только как глава консалтинговой конторы, но еще как человек, там, глубоко вовлеченный в православие. Да? У него не было вообще вот этих каких-то там угрозы, призывы. Да? У нас в итоге 130 и 361 у таких людей, которые ни словом, ни делом муху не обидели. Да? Вы специально такое впечатление, что пытаетесь на этих людей возвести такую напраслину, которая вызывает просто какое-то недоумение. Да? Ну, у вас, там, не знаю, католические священники все сплошь заговорщики и... Экстремисты и террористы, а да, что? Да, очень странный список террористов у вас получается, да, вот. По себе могу судить. Как говорит Шрайбман, да, ты самый умеренный террорист из всех, кого я знаю. Да. Ну, потому что в самом деле, да, есть люди, которые в силу своей работы, профессии, вероисповедания и всего остального не склонны к этому. Если он наносит вред Республике Беларусь, то тогда скольких инвесторов напугал озаренок, ну, я не знаю, ну, это просто десятки и сотни, да? Ну, его в баню, если там на телевизоре вот это вот выступает и вот орет, психует, истерит, я боюсь. Я инвестор, я боюсь. Так больш за тое, мне здаецца, цяпер, калі інвестары прыходзяць і вам кажуць, што кіраўнік Эрнст энд Янг ужо ў турме, да, то мне здаецца, red button, да, чырвоная кнопка павінна загарацца, што ну все, тады мы мимо, да, ну, мы сюды вся не большая пойдем. Четверка не будет никогда советовать и даже наоборот будет указывать это по совершенно понятным причинам в качестве рисков. А такие риски, они вообще малоприемлемые на самом деле. Да? Есть разные риски, и бизнес – это вообще рисковая штука. Ну, извините, не риски же сесть. Да? А где наш глава консалтинговой компании? Он сидит за нанесение ущерба Республике Беларусь. Ну, извините. І ў гэтым сэнсе будзе ўсё больш і больш прыходзіць бізнесу такіх дзялкоў, якія по такім прынцыпе, там, тут мы дабазарімся, тут мы крыміналітэт падключым, тут мы яшчэ штосьці. Вось такі бізнес будзе прыходзіць замест легальнага, чыстага, прыгожага, які працуе па ўсіх законах. Абсолютно. Ну, то есть, фактически, мы хотим попытаться в Беларуси немножко такой вот чеченский флёрт такой, да? А если что, придет бородатый дядька, и вы сделаете все, что он скажет. Ну, просто потому что. Да? Он даже не будет объяснять, почему. Да? Это все держится, ну, мы знаем, на чем это держится. Да? И риски того, что... На самом деле, как ты думаешь, насколько позиция, ситуация у Лукашенко и у Кадырова сейчас похожая в плане того, что ситуация тяжелая, шаткая, надо сохранить власть и бизнес, при этом сохранить власть может не получиться по чисто физическим причинам, а основа твоей стабильности, да, это, в общем-то, Путин. Ну, вот как-то так получается, да? І ты маеш рацыю, зараз вельмі цікава назіраць за тым, што адбываецца ў Чачні, таму што сапраўды ў Кадырова вельмі кепска са здароўем, і відавочна, што ён рыхтуецца да сваёй смерці, як бы зараз гэта не гучала, факт. Таму што акурат усе ягоныя дзеці, якія займалі вельмі высокія чынавенскія пасты, акурат зараз ад іх адыходзяць, і ён аддае свае асноўныя залатыя жылы і бізнесы ў рукі сваіх дзяцей, таму што яўна, паколькі па заканадаўстве ты не можаш быць адначасова там і топ-чыноўнікам, і кіраўніком нейкіх там буйных бізнес-праектаў. І ў гэтым сэнсе, калі ты здымаеш дзяцей з гэтых пасад і ставіш іх ужо легальнымі кіраўнікамі гэтых фірмаў, то можна здагадацца, што раней яны былі проста ценявымі кіраўнікамі ўсіх гэтых актываў, а цяпер ужо як бы мы ставім, каб, не дай бог, ніхто не адціснуў пасля маёй смерці. Ну, то есть фактически гарантией был сам Кадыров, да, что этот актив сохраняется в семье, да, и через доверенных людей. Сейчас важно формализовать все правильно. Меня очень впечатлило, что самое талантливое дитё, дочка старшая Айша, да, она пошла на бизнес. То есть главное сохранить деньги и бизнес, потому что из всех столпов, на которых держался Кадыров, в общем-то, да, это были федеральные деньги и бизнесовые деньги. А федеральные деньги – это тоже зависит от одного человека. Сегодня, а если деньги идут на тебя, решением Путина, согласия Путина, а завтра эти же деньги пошли в другом направлении. Поэтому ему важно сохранить вот этот личный бизнес, личные активы. Это о том, почему я считаю, что Виктор Лукашенко не будет преемником. Ну, потому что на хозяйстве кто-то должен оставаться, сильнейший должен остаться на хозяйстве
бізнесовым. Але бачыш, што у Кадырова з Лукашэнкам падобная сітуацыя ў тым сэнсе, што Кадыров падумаў, што з усіх ягоных дзяцей там Айшат так самая таленавітая, але яна, як шкада жанчына. Малодшы сын, так, малодшы, а ён зусім малады. І ён разумее, што хутчэй за ўсё не дацягне фізічна да таго моманту, калі зможа наўпрост перадаць яму ўладу, і таму тут вось гэтае вялікае поле няпэўнасці, так, удасца яму па выніку прыйсці да ўлады, ці не здрадзяць яму ўсе ягоныя іншыя паплечнікі, якія могуць пачаць змаганне за вось гэтае крэсла асноўная пасля ягонай смерці, так, то бок тут вялікае поле вось гэтай невядомасці. І ў беларускай жа сітуацыі таксама відавочна, што там Лукашенко думаў, што Коля найбольш прыдатны, але цяпер паўстае пытанне, Коля занадта малады, і зноў жа Лукашенко яшчэ трэба, каб зрабіць магчымым нейкую перадачу ўладу Колі, яшчэ пратрымацца як мага даўжэй, яшчэ там гадоў 10, напэўна, як мінімум, а пажадана яшчэ і больш, і тут узнікае шмат вось такіх пытанняў, а як гэта рабіць. Ну, па ўсім выглядае, як, напрыклад, бачна, як у Кадырова мяняецца расклад у сістэме, бачна, што ён рыхтуецца да змены. У Лукашэнкі няма такога, няма. То бок так, мы зараз бачым, што ў Турчына трошку вагі з'яўляецца, і ён зараз куды ў Азербайджан паехаў, так? Абсолютна нетыповая сітуацыя, калі прэм'ер-міністр, а не Лукашенко, сустракаецца з прэзідэнтам іншай краіны. Ты памятаеш такое? Хіба ніколі такога не было? Лукашенко на задании, да, у него парад победы сам себя не отпразднует. Ну, я надеюсь, потому что это может дать какой-то транзит более адекватный. Но проблема и с всеми наследниками Кадырова, и со всеми наследниками Лукашенко в том, что решает не он, а решает Путин фактически. И если в случае с Белоруссией какой-то тяжеловес может оказать влияние на это решение, и может оказаться ситуация, когда Путину просто не до Беларуси, так тоже случается, да? То в случае с Чечней президенту России всегда будет до него дело. И шансы Кадырова сейчас выглядят не очень хорошо на самом деле. Там свои кланы есть, там керимовские ребята готовы подхватить из рук знамя. Там все эти дети, жены и так далее не в том состоянии. То есть сеть аптек им могут вполне оставить, элитную клинику в Грозном им тоже наверняка оставят, а вот более серьезные активы, которые за пределами страны, ну, поэтому, собственно, эти активы за пределами страны, что тоже, по слухам, возмущает Путина, да, что фактически Кадыров сейчас не столько рвется с ним пообщаться, а давно им этого не удавалось, сколько пытается пообщаться в Эмиратах, в Катаре и так далее, да, вот там, куда идут его деньги. А это тоже, кстати, обидно, да, деньги из федерального бюджета тебе шли как главе республики, а почему-то они оказались не совсем там. Ну, в Беларуси, конечно, ситуация такая более лайтовая, но шансы, я думаю, тоже не очень высоки полностью сохранить все вот это фамильное добро. И поэтому основные силы сейчас будут на это. І не магу, канешне, не згадаць пра лёс Рамана Пратасевіча, таму што зараз все роўна перыядычна ён знікае ў навінах. Ну, ён і сам просіцца ў навіны насамрэч, так ён рэгулярна пра сябе нагадвае ўсім. І зараз, канешне, ну проста сэрца сціскаецца, назіраючы за тым, як яму там все ж таки цяжка, таму што нідзе ён не можа сябе знайсці, нікуды не можа прыткнуцца. І зараз уже быў дастаўшчыкам, ну і цяпер працягвае, наколькі я разумею, заявіў пра сваё жаданне вучыцца на бармена. І я, дарэчы, зараз за што зачапілася, гэта за тое, што ён кажа, маўляў, бармены могуць спатрэбіцца ў любой краіне ў любы час. І такі намёк, што не знайшоў ён сабе месца, напэўна, ў Беларусі. І все ж таки, канешне, я думаю, што реально у гісторыі Рамана Пратасевіча ягонае жыццё магло б яшчэ неяк скласціся не ў Беларусі, увогуле нейкай краіне, дзе ніхто не ведае пра тое, хто такі Роман Пратасевич і што за гісторыя з ім адбылася. Ну, он достаточно молод, шансы у него есть. Но на самом деле я была уверена, что из него сделают такого показательного мальчиша-плохиша. Реклама комиссии по возвращению на зарплате. Только за это, да? Ты живешь хорошую жизнь. Ну, как вот все заключенные обсуждали. Представляешь, вот мы тут сидим в этом СИЗО, ходим вонючим коридором и баланду хлебаем. А Протасевич вон дома, в комнате с девушкой еще. И прям комфорт, люкс. А потом что-то пошло не так, и этот пропагандистский эффект, он стал даже негативным, потому что вот эта мантра «в смысле ты собираешься в Беларусь, если что, ты готов как Протасевич?» И речь не о том, что у него какой-то тяжелый выбор, что он кого-то сдал, а в том, что ему просто тупо очень плохо. Да? Задача власти была, чтобы Протасевичу было сколько-нибудь хорошо. Да?
должен был сидеть толстый, красивый, с банкой варенья и с пачкой печенья и публично изображать счастливого электромонтера, который где-то в Эмиратах или где-то еще, да? А вместо этого мы видим глубоко несчастного, очевидно страдающего человека. На месте Достоевского я бы там уже что-то писать начинала, потому что, реально это драма, да? Это что-то быковское, что-то от Достоевского, что-то вот такое есть, да, в этом. Ты сделал выбор, на тот момент он тебе казался, наверное, единственно возможным, потому что, это действительно у него очень тяжелая ситуация была. Мне сложно себе представить ужас человека, которого посадили в самолет. Это просто, ты понимаешь, что ради тебя сделали. Ты настолько нужен, что ради тебя занялись воздушным пиратством. И он морально не был до этого готов. И он думал, что его никто николи не денет. Мне тоже казалось, что, слушай, кто такой Протасевич? Да? Не будут ради него там эти санкции, этот ужас весь вовлекаться, да? И тогда это переплюнуло задержание всего Тутбая, всех остальных тоже. Надолго это стало темой номер один. И его так начали спускать на тормозах. И потом что-то пошло не так. Вместо счастливого мальчиша-плохиша глубоко несчастный, страдающий, рефлексирующий человек о себе, о своей профессии, о попытках куда-то устроиться. Это прям невыгодно власти. Потому что желающих пойти его путем просто нет. Хотя много людей в отчаянном положении, очень многие хотят в Беларусь на самом деле. В этом нет ничего страшного. Люди хотят, я не знаю, увидеть мать, пообщаться с детьми. У многих личные драмы. Это сложно. И на месте пропагандистов я бы больше занималась рекламой возвращения цивильного, а не этим. Потому что, мучая Протасевича сейчас, с другой стороны, слушайте, мы же не знаем, на кого пропагандисты работают. Да. Если бы они работали на Лукашенко, они бы занимались продвижением образа жизни господина Протасевича. Видите, счастлив, учится, семью завел, отдыхает. То есть прям отдельный телеграм-канал должен быть. Белта должна у него раз в 2 недели брать счастливые интервью на разные темы. Да? Про педагогику. Не надо его душить опять. Да? Но мы видим, что с ним делали, как над ним реально издевались. Да? Мне не нравится Протасевич. Я против издевательств над людьми. Особенно людьми, которые от тебя полностью зависят, которые не могут тебе ответить. Да? То, что с ним Озаренок делал, это неприлично. Просто неприлично. Если ты журналист, ты со своим гостем общаешься как с гостем. Да? Я памятаю это интервью, мне было неприемно его глядеть. Ужасное, абсолютно. Я бы сказала, что и Собчак интервью с Протасевичем было таким же самым, по факту. В общем, близко к тому. Близко к тому. Это интервью с человеком, который не может тебе ответить. Да? Тогда его лучше не делать. Если я понимаю, что этот человек не может ответить на мои вопросы, я не буду делать это интервью. Или если я понимаю, что этот человек настолько мне неприятен, что я не могу сохранять свои профессиональные качества. Я не могу ему спокойно, внятно задавать вопросы, а не вытирать об него ноги, издеваться над ним и всячески глумиться и, в общем, вести себя совершенно неприлично. Карацей, дзіўна і незразумела, які сэнс у тым, што зараз робяць прапагандысты і ўлады. Протасевичу можна паспачуваць, хаця сапраўды, як ты кажаш, вельмі кепска многія ставяцца да асобы Протасевича ў сілу таго, колькі людзей пацярпелі праз ягоную халатнасць, негатоўнасць, яшчэ штосьці, але постфактум ужо ты ніяк гэта не апраўдаеш, маўляў, улез у 20-й год, узяў на сябе адказнасць. Слушай, в отличие от Зиньковича, он все-таки не мог предположить, что этот путь, которым он летит, что он опасный. Да? Если ты летишь из Штатов в Москву в апреле 21-го для обсуждения транзита, это опасно. А если ты летишь из Греции в Вильнюс в мае 21-го, никто не мог тогда подумать, на что готовы власти, чтобы заполучить кадр. Обошлись они с ним, нерационально использовали ценный ресурс, добытый путем диких расходов. Я думаю, что это самый дорогой трофей Лукашенко за всю историю. Абсолютно. І можна, конечно, толькі параіць людзям вельмі асцярожна ездзіць праз беларускую мяжу, асабліва тых, хто туды-сюды ганяе, таму што рэгулярна на мяжы бяруць людзей, працягваюць гэта рабіць і цяпер, таму трэба быць вельмі асцярожнымі і берагчы сябе. А если вы ездите в третьи страны, условно безопасные, вроде Египтов, Вьетнамов,
Что у нас еще там опасное? Ну, собственно, Армения нават. Армения, Азербайджан, все страны, которые потенциально, Эмираты на самом деле тоже называют в зоне риска. Если вы понимаете, что вы можете представлять какой-то интерес, и в отношении вас есть действующее уголовное дело, я бы точно не советовала ехать в такие юрисдикции. Каб пасля не апынуцца на месцы таго ж самага Пратасевіча. Абсолютно. Дзякуй, Воля, дзякуй, сябры, што былі з намі. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, калі ласка, падтрымлівайце нас ці лайкам, ці яшчэ лепш рублём, калі ёсць такая магчымасць. Можна нас падтрымаць праз Buy-Me-a-Coffee, можна праз PayPal, можна нават крыптой. Усе спасылкі і лінкі ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Нагадаю, што ток выходзяць па нядзелях, таму ўключайце званочак, каб не прапусціць новыя размовы. І дзякуй вялікі вам за тое, што вы з намі.